ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие мои, некоторые люди говорят, если Аллах есть, то почему мы его не видим? На этом уроке я постараюсь с помощью Аллаха Субхану ва Тааля доступным образом объяснить причину этого. Это связано со следующим прекрасным именем нашего славного и великого хозяина. И это имя Аль-Батин, скрытый. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Хуа аль-аувалю валь-ахиру валь-захиру валь-батин, ва хуа бикулли шайин алим». Он первый, и он последний. Он высочайший, и он скрытый. И он всезнающий. Субхану ва Тааля. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разъяснил, что означает это имя Аллаха Субхану ва Тааля следующими словами: «Ва анталь батин, фалейса дунака шей». Ты, о Аллах, аль-батин, скрытый, ближе которого нет никого. Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля аль-батин, скрывшийся от взоров своих творений и которого невозможно увидеть на этом свете. Однако он видимый в ахирате. А что же касается постижения Аллаха Субхану ва Тааля, то Аллах Субхану ва Тааля непостижимый ни на этом свете, ни в ахирате. Потому что постижение включает в себя охватывание со всех сторон. А Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Ля тудрикухуль абсар, ва хуа юдрикуль абсар, ва хуа латифуль хабир». Его не постигают взоры, однако Он постигает все взоры. Он охватывает все взоры. И Он аль-латиф, мягкий, чуткий и нежный по отношению к своим любимцам. Латиф, знающий мельчайшие детали всего. Аль-хабир, сообщающий. Субханаху ва Тааля. А что же касается ахирата, загробного мира, то верующий непременно увидит своего Господа без какой-либо преграды. В сборнике хадисов имама Аль-Бухари, рахмахуллах, приводится хадис от Аби Саидин Аль-Худри, радиллаху анху, что он сказал: однажды мы спросили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Я Расуль Аллах, халь нара раббана яум аль-кияма». О посланник Аллаха, увидим ли мы нашего Господа в судный день? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Халь тударуна фи ру'яти шамси валь камари, иза канат сахван». Испытываете ли вы какие-либо трудности в лицезрении солнца и луны в чистом небе? И они ответили: «Нету, посланник Аллаха». И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаиннакум ля тударуна фи ру'яти раббикум яума из, илля кама тударуна фи ру'ятихима». Воистину, вы увидите вашего Господа в тот день так же ясно, как вы видите солнце и луну в чистом небе. Аллах Субхану ва Тааля аль-Батин, видимый в ахирате и невидимый для наших глаз на этом свете, согласно Его мудрости, потому что Он хотел, чтобы состоялось испытание Его творений. Если бы мы видели Аллаха Субхану ва Тааля на этом свете без какой-либо преграды, было бы бессмысленно отправление посланников, ниспосылание книг, потому что вера основывается на словах от Бога, на словах Его посланников и на созерцании божественных созданий, приводящих к мысли о существовании великого Творца. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Алям тара анна Аллаха халака ас-самавати валь арда биль хак». Разве ты не видишь, что Аллах сотворил небеса и землю истинно? Аллах Субхану ва Тааля скрылся от своих творений, проводя им экзамен. Всевышний сказал: «Аллази халакаль маута валь хаята лияблювакум айюкум ахсану амаля». Он тот, который сотворил смерть и жизнь,
Для чего? Лияблювакум. Чтобы проверить вас. Чтобы испытать вас. Айюкум ахсану амаля. Кто из вас лучше деяниями? Чьи деяния лучше? Кто из вас скажет «Ля иляха илля-Аллах», а кто откажется? Кто из вас, сказав «Ля иляха илля-Аллах», начнет намаз, а кто откажется? Кто из вас, сказав «Ля иляха илля-Аллах», будет поститься месяц Рамадан, а кто откажется? Аллах проверяет нас, и наша жизнь – сплошное испытание. Вот почему стоит преграда у испытуемых. И вот почему происходит снятие этой преграды в момент перехода испытуемого человека из одного мира в другой, из одной жизни к другой. Всевышний Аллах Субхану сказал в Коране: «Лакад кунта фи гафлятин мин хаза». Воистину, ты был небрежен относительно этого, то есть относительно вечной жизни. Ты был небрежен относительно Аллаха. «Факашафна анка гитаака фаббасарука льяума хадид». И мы сняли с тебя это покрывало, которое укутало твое сердце. Сняли с тебя это покрывало. Сняли с тебя твою небрежность. И твое зрение сегодня зорче во много крат. Аллах Субхану ва Тааля сказал эти слова кафиру, который небрежно относится к религии Аллаха Субхану ва Тааля, не признавая ее. Как же воплощается вера в Аллаха, если мы его видим? Ведь смысл веры основывается на доверии словам Аллаха, а не визуальном свидетельстве. И раз уж скрытость Аллаха Субхану ва Тааля для глаз его творений происходит в качестве их испытания, то явление Аллахом себя для обитателей рая будет в качестве награды и почтения покорных и в качестве дополнительных благ для его аулия, для его любимцев. Всевышний Аллах сказал в Коране: «Уджуху яума идин надира, иля раббиха назира». Лица в тот день будут сияющими, радостными, свежими, счастливыми, лицезреющими своего Господа. Так вот, невидимость Аллаха Субхану ва Тааля для наших глаз не следствие его отсутствия или же невидимой сущности Аллаха Субхану ва Тааля. Мы не видим Аллаха, потому что наши органы осязания на этом свете крайне ограничены и относительно слабы и не способны к восприятию скрытого загробного мира. Потому что Аллах Субхану ва Тааля сотворил человека с ограниченными органами восприятия для того, чтобы осуществить свой великий замысел, а именно испытание. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал в Коране: «Инна халакнал инсана мин нутфатин амшаджин набталихи фаджаальнаху сами'ан басира». Мы сотворили человека из капли смешанной воды, чтобы испытать его покорность. «Фаджаальнаху сами'ан басира», говорит Аллах. И мы сделали его слышащим и видящим. И не представляется возможным лицезрение Аллаха или загробного мира на этом свете. Потому что предмет не видим по двум причинам. Или из-за того, что он не имеет сущности как таковой, что неприменимо к Аллаху и загробному миру. Или по причине слабых органов осязания, что применимо к человеку. Поэтому является ошибкой попытки исследовать или узнать подробные детали загробного мира или же качеств и описания Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, пока мы находимся на этом свете, наши органы слабы, наши органы восприятия слабы и ограничены, и не готовы к принятию этой информации колоссальных размеров. А что же касается встречи с Аллахом в ахирате, в загробном мире, то ведь органы восприятия информации у человека кардинально меняются в момент смерти. Аллах усиливает чувствительность его зрения, слуха, обоняния, болевых рецепторов, мозга, согласно масштабам и событиям в ахирате. Ведь мы же читали хадис, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что человек в момент его вхождения в рай будет в образе Адама, алейхиссалям, ростом в 60 локтей. Так что момент смерти становится моментом узрения истины для человека, моментом перехода в иной, глобальный и вечный мир. И все же, несмотря на то, что Аллах Субхану ва Тааля аль-Батин, скрытый для глаз его творений, его существование стало светом и нуром для глаз верующих. Ведь Он, отвечающий на мольбы нуждающихся и близкий. Аллах Субхану ва Тааля аль-Батин, и это имя указывает на такое качество Аллаха Субхану ва Тааля,
как скрытость и близость. Близость к нам, несмотря на то, что Он находится над небесами. Близость к нам своим знанием и мощью. Субханаху ва тааля. Он охватывает все. Охватывает своим знанием все Его творения. Он поворачивает события согласно своей мудрости, которая кроется в испытании Его рабов. Аллах, Субхану тааля, аль-Батин, охвативший все свои творения со всех сторон, который сказал: «Валлаху мин вараихим мухит». Аллах за ними. Они не видят Аллаха. Аллах скрыт от их глаз, но Он охватил их всех. В хадисе от Джабира, ради Аллаху анху, говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Джаварту бихира шахран, фаламма кадайту дживари, назальту фастаптанту батналь вади, фанудит». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказывает о начальном периоде своего пророчества. «Я находился в Хира, в пещере Хира, целый месяц, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поклонялся Аллаху, восхвалял своего Господа, поклонялся Ему и поминал своего Господа. Целый месяц. А затем, когда он вышел, он рассказывает: когда я вышел, спустился к долине. И я услышал зов, говорит он, саллаллаху алейхи вассалям. «Фаназарту амами, ва хальфи, ва ан ямини, ва шимали, ва лям ара ахадан». И я услышал зов. И посмотрел назад, посмотрел вперед, посмотрел направо, посмотрел налево и никого не увидел. «Сумма нудиту», говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потом я опять услышал зов. Я осмотрелся и опять никого не увидел. «Сумма нудиту», говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потом я опять услышал зов. «Фарафату раси, фаиза хуа аля аль-арш, фил хава». Я поднял голову и увидел его, ангела Джибриля, алейхиссалям. Я увидел его восседающим на троне, на арше, восседающим на арше, на небе. И этот вид очень напугал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаахазатни раджфатун шадида». И мной охватила сильная дрожь. «Фаатайту Хадиджа». Я пришел к Хадидже, ради Аллаху анха. «Факульту дассируни, дассируни, фасаббу алейя ма». Укройте меня, и вылейте на меня воды. И Аллах, субхану тааля, аль-Батин, не спосылает аят. «Я айюхаль муддассир», о укрывшийся, «Кум фа андир», стань и увещевай, «Ва раббака факаббир», и Господа своего величай, «Ва сиябака фатаххир», и одежды свои очищай. Субханаллах. Аллах, субхану тааля, находящийся над небесами, видит посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, видит его укрытого, субханаху ва тааля, насколько великий Аллах, субхану тааля, насколько близкий Аллах, субхану тааля, близкий к каждому человеку, своим знанием, своим охватыванием, несмотря на то, что он находится над небесами. Аллах, субхану тааля, аль-Батин. И это имя указывает на совершенство Аллаха, субхану тааля, на такое совершенство, возле которого обрывается всякое совершенство всех остальных творений. Ля иляха илляллах. Если ты хочешь поклоняться Аллаху, субхану тааля, этим именем, ты можешь читать дуа, который мы упоминали в предыдущих уроках. «Ва анталь ауаль, фалейса кабляка шей, ва анталь ахир, фалейса ба'дака шей, ва анталь захир, фалейса фауқака шей, ва анталь батин, фалейса дунака шей. Ихди анна дай, вагнина мин аль-факр». Я Аллах, ты первый, до которого нет ничего. И ты последний, после которого нет ничего. И ты аз-захир, над которым нет ничего. И ты аль-Батин, скрытый, и ближе которого нет никого.
так возмести же наши долги и убереги нас от нищеты. Также ты можешь читать любое дуа, в котором упоминалось бы такие качества Аллаха субхану тааля, на которые указывает имя Аллаха субхану тааля аль-Батин. А это такие качества, как знание и охватывание, знание всего скрытого и явного. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после ат-тахията, прежде чем дать салам, прежде чем сделать таслим и выйти из намаза, после ат-тахията читал следующий зикр. Хадис приводится в Сахих Муслим. Аллахумма гфир ли ма каддамту ва ма аххарту, ва ма асрарту ва ма а'ланту, ва ма асрафту, ва ма анта а'ламу бихи минни, анта аль-мукаддиму ва анта аль-муаххир, ла иляха илля ант. Я Аллах, какие это прекрасные слова, какие это совершенные, замечательные слова восхваления. О Аллах, прости мне то, что я совершил раньше, и то, что я совершил позже. И прости мне те грехи, которые я совершил скрыто, и прости мне те грехи, которые я совершил открыто. И прости мне те моменты, те грехи и те моменты, когда я приступил к границе. И прости мне то, что тебе известно лучше. Прости мне те грехи, которые тебе известны лучше. О Аллах, Ты отдаешь предпочтение тем рабам, которым Ты пожелал. И даешь им подчинение Тебе. Даешь им покорность Тебе. И Ты откладываешь эту покорность для тех своих рабов, кому Ты сам пожелаешь, согласно своей мудрости и справедливости. Ла иляха илля ант. И нет достойного поклонения, кроме Тебя. Аллах субхану тааля аль-Батин. Если ты хочешь поклоняться Аллаху субхану тааля этим именем всю свою жизнь, то твое поклонение будет заключаться в утверждении, в подтверждении и ясной уверенности, твердом убеждении на сердце, что Аллах субхану тааля управляет всеми делами. И ключи ко всем процессам и событиям находятся в руках Аллаха субхану тааля. Он тот, который следит за каждым своим творением. Он стоит за каждым творением и следит за ним. Субхану тааля. Он тот, который показывает все причины, показал нам, как действовать, и возложил на нас обязанностью шариат. Возложил на нас намаз, пост, остальные дела. Возложил на нас, чтобы мы были покорны Ему и вошли в рай. Аллах показал нам, что халяль, а что харам, и дал нам выбор. Альхамдулиллах. В сборнике хадисов имама Аль-Бухари приводится хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Асдаку бейтин, каляху шаир, аля куллю шайин ма халяллаха батиль». Самыми правдивыми словами, когда-либо сказанными поэтом, являются слова: «Воистину, все, что кроме Аллаха, тленно и призрачно». И никто, кроме Аллаха, субхану тааля, не управляет ничем в этом мире. И что на самом деле Аллах стоит за всеми событиями и процессами. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, учит нас тому, что жизнь, которой Аллах нас испытывает, состоит из причин и событий, поступков и слов, которые приводят к определенным результатам. Ибн Аль-Кайим, рахмахуллаху тааля, сказал, что поклонение Аллаху субхану тааля этими 4 именами, именами Аль-Ауаль валь-Ахир, валь-Захир валь-Батин, состоит из 2 ступеней. Первая ступень, когда человек свидетельствует о первенстве Аллаха субхану тааля, что Аллах субхану тааля первый, до которого нет ничего. Также он свидетельствует о том, что Аллах субхану тааля остается последним, после которого ничто не останется. Также он свидетельствует, что Аллах субхану тааля находится над своими творениями, над которым ничто не находится. Также он свидетельствует, что Аллах близкий к своим творениям, ближе которого нет никого. Так вот, одни творения могут стать преградой между 2 другими. И нет того, кто станет между тобой и Аллахом. Нет того, кто ближе к тебе, чем Аллах субхану тааля. И вторая ступень – это действовать согласно смыслу каждого имени. На его первенство во всем
существовании и качествах отвечаешь устремлением только к Нему, упованием только на Него, доверием тому, кто позаботился о тебе в то время, когда ты был никем. И Он позаботился о тебе и заботился о тебе до тех пор, пока ты не стал мусульманином, осветил твое лицо светом имана и сделал тебя из обитателей рая, иншаллах, спас тебя от поклонения рабам и освободил тебя от рабства перед тем, кто является творением. Затем Он повернул твое сердце только к себе и ни к кому больше. Так поспеши же к Его довольству, который спас тебя от поклонения идолам и зияратам, аулия и звездам. И Его первенство, наставление тебя не было по какой-либо причине с твоей стороны. Поэтому у тебя должны быть высокие цели, которых не достичь без покорности Ему. Ведь Он уже определил, что Его сокровища достанутся только тем, кто подчиняется Ему. И для того, кто только ради Аллаха что-то хочет, Аллах будет гарантом предоставления того, что Он хочет. Кто направит свой лик в Его сторону, Аллах уже издалека направится в Его сторону. Аллах смягчит и расплавит железы для того, кто будет действовать, опираясь только на силу и мощь Аллаха субхану тааля. Для того, кто убежден в ля хауля ва ля куввата илля билля, что нет силы и мощи изменить состояние своих творений ни у кого, кроме как у одного Аллаха субхану тааля. Проникнитесь этими словами. Полюби эти слова. Говори эти слова часто. Ля хауля ва ля куввата илля билля. Никто не может поменять состояние своих творений. Никто не может поменять состояние творений. Никто, кроме одного Аллаха субхану тааля. Аллах субхану тааля добавит щедрости тому, кто бросит харам ради Его лика. Тот, кто захочет воплощение шариатской воли Аллаха субхану тааля, Аллах захочет все, что Он захочет. Субхану тааля. И поэтому ограничь свою любовь и поклонение одним аль-батином, невидимость которого на этом свете ничуть не остановила тебя от уверования в Него и надежды на Его великую награду, иншаллах, после подчинения Ему. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.